История в цифрах, картинах, находках и судьбах. Мероприятие, посвященное Великой Отечественной, прошло в музее ИЗОВ Карабулаке. 7 раз предупреди, 1 отрежь. Пословица в действии от сотрудников Ингушэнерго. Информация для неплательщиков. И дольше века длится день. В Магасе прошел творческий вечер Чингиза Айтматова и Кайсына Кулиева. Это новости 24. Добрый вечер. Янузбек Евкуров вошел в десятку полного рейтинга губернаторской повестки. Рейтинг готовит фонд «Петербургская политика» совместно с Давыдов Индекс. Он составлен, исходя из медиаактивности лидеров регионов на прошедшей неделе. Согласно обновленному рейтингу, Евкуров занял 2-е место. На результат повлияло предложение главы Ингушетии сформировать специальные интернет-дружины для информационного противодействия террористической идеологии в социальных сетях. Великая Отечественная война, хроника сражений, истории удивительных судеб, примеры героического поведения, лишения, минуты радости – все это было представлено в Музее изобразительных искусств. Там прошло мероприятие, приуроченное ко Дню Великой Победы. Военные артефакты, памятные фото, монографии историков и полотна художников помогают по крупицам восстановить картину страшных 40-х. Мадина Пугоева расскажет. Но поисковый отряд, который есть у нас в республике, и его руководитель Зейтов, вам действительно расскажет об этом гораздо глубже. Автомат, винтовка и снаряды. Вниманию юных патриотов представили предметы времен Великой Отечественной, которые были найдены поисковым движением во время полевых работ в Магобеке. Чтобы сохранить артефакты, поисковики приложили немало усилий. Подвергшиеся коррозии металлические части оружия обработали специальным раствором, а некоторые детали и вовсе заменили. Такая реставрация экспонатов лишь дополнила общий вид необычных находок. Мы ее зачищаем, приводим его в надлежащий вид, потом приобретаем деревянную составляющую, там приклады, и делаем из него музейный экспонат. А как оружие он непригодный. Более того, она демилитаризованная, чтобы можно было возить на разные мероприятия, на уроки мужества, на выставки. Фотографии времен Великой Отечественной войны, фрагменты из фильма и доклады почетных гостей. Перед участниками мероприятия выступает кандидат исторических наук Тимур Матиев. Человек, посвятивший половину своей жизни изучению Магобекской оборонительной операции. О достойном вкладе ингушского народа в победу над врагом он рассказывает в монографии, над которой трудился 2,5 года. Доблесть и высоту величия героизма, проявленного нашими предками, нашими дедами, прадедами на фронтах Великой Отечественной войны и до депортации, и после нее. Прекрасно знаем, что немало наших с вами соотечественников, с ними правдами и неправдами, оставались в рядах вооруженных сил. Для участников мероприятия подготовили и выставку, приуроченную к празднованию Дня Победы. Учащихся школ познакомили с творчеством ингушских художников, которые изобразили на своих полотнах фрагменты сражений на различных фронтах Великой Отечественной войны, в том числе и оборону города воинской славы Магобека. Атмосферу 40-х с помощью кистей и красок ценителям искусства передал и Хожахмед Имагужев. Летящий самолет и взрывающаяся бомба, и от нее, естественно, летящие осколки, естественно, падают на солдат, которые находятся в верхней части. И, естественно, нижние, то есть в нижнем рву стоящие солдаты показывают и поддерживают их морально. Типа вперед, не сдавайтесь, мы должны защитить нашу Родину. Представленные на выставке экспонаты по достоинству оценили и дети, и взрослые. Море эмоций, десяток вопросов и много новой информации о Великой Отечественной войне. Преподаватели и руководители школьных групп такому неподдельному интересу со стороны учащихся только рады. Дети с большим превеликим удовольствием приходят, смотрят, и у каких-то ребят появляются слезы на глазах. Это говорит о том, что сегодня дети переживают те события, которые были в годы войны. Необычные исторические факты, уникальные предметы времен Великой Отечественной, искусство и общение с теми, кто большую часть жизни посвятил увековечиванию имен и героических поступков наших земляков. Все это результат кропотливой работы сотрудников Музея изобразительных искусств, которые из года в год трудятся над тем, чтобы передать память о защитниках Отечества подрастающему поколению. Мы нашли в ходе составления сценария нашего мероприятия, вышли на Зейтова Беслана, который много чего нам поведал.
передал. И в дальнейшем, благодаря нему, мы нашли и другие, и детские поисковые бригады. Каждый вот такой контакт для нас уникален. И я надеюсь, что в дальнейшем на примере вот этого мероприятия мы можем и по другому сценарию работать, и развить вот нашу тематику и дальше, и дальше. Очень скоро учащиеся школ, как и десятки тысяч их соотечественников, смогут воочию увидеть и пообщаться с ветеранами Великой Отечественной войны, дотронуться до настоящей военной техники, послушать песни тех лет и вместе отпраздновать День Великой Победы. Мадина Пугоева, Рамазан Миржоев, Новости 24. От Аланских ворот до мэрии велопарад по Магасу, приуроченный к 73-й годовщине Великой Победы, собрал десятки активистов, желающих почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Каждый велосипед – маленький символ победы, ведь на нем изображен один из героев войны. В пробеге принял участие и участник Сталинградской битвы Николай Гайтукиев, который в этом году отметил свой юбилей – 95 лет. Николай Дмитриевич родился в городе Орджоникидзе, в 19-летнем возрасте попал на фронт, был связистом. В первом же бою в Сталинградской битве он был ранен, но вернулся в свой полк. После второго ранения, которое воин получил в Польше, его комиссовали с фронта. Гайтукиев награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями за отвагу, за боевые заслуги, за оборону Сталинграда. Почтить память своего отца, защитника Брестской крепости, вышла сегодня и Мавлатхан Цечоева. Отец был призван, призывник он был. И попал служить в Брестскую крепость. Потом началась война. И в первые часы он сразился с немецким бомбардировщиком. Там же погиб, там же похоронен, там же увековечен. День Победы – это праздник боли и радости. Низкий поклон павшим. В лице и моего отца Цечоева Халита Датиевича. Их победа сегодня для нас память. Подобная акция проходит в республике не впервые. Велопробег, приуроченный к годовщине Великой Победы в столице Ингушетии, стал уже доброй традицией, начиная с 2015 года. Уже сегодня, как вы видите, проходит велопарад. Завтра, послезавтра, то есть до Дня Победы, 9 мая, у нас в городе будут проходить различные масштабные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. Ну и, конечно, самое интересное, я бы для себя отметил, это когда маленькие дети участвуют в каких-то конкурсах, рисуют, создают рисунки. То есть маленькие дети уже знают о том, что благодаря ихним предкам сегодня наша страна свободна, независима, и победа эта досталась в том числе благодаря и ихним предкам. На мемориале памяти и славы в Назране прошел концерт военно-патриотической песни. В нем приняли участие школьники из лицея Магаса и гимназии Марем. Учащиеся 3-5 классов исполнили песни и стихи военных лет. Организатором мероприятия выступило правительство республики и региональное министерство образования и науки. Такие акции проходят во всех районах Ингушетии вплоть до 9 мая. Целью является то, чтобы дети наши побольше рассказывали о наших ветеранах, о их героических поступках. То есть всю неделю до празднования Дня Победы акция будет продолжаться. Война – это очень страшно. Люди, у них был выбор, они выбирали я и Родина. Они выбирали Родину, чтобы у нас было это будущее. Сейчас мы не знаем, что такое потерять близкого человека на военном фронте. Мы не знаем, что такое печаль, когда ты понимаешь, что твой сын уходит на войну и он может не вернуться. Мы не знаем такого, потому что люди в те времена, они выбирали Родину и спасали. Участники Великой Отечественной войны – героические люди, у которых зачастую не было выбора. Они без сомнений шли в атаку. Применяли силу, смекалку, выдержку – все, что могло пригодиться на пути к победе над врагом. Многие из тех, кто работал над миром, условно пройдут в рядах бессмертного полка. Среди них Махмуд Акиев. Репортаж Наты Ивлеевой. Был очень добрый.
Людей уважал, людей любил. Родину свою очень любил. Резван Акиев вместе со своей семьей часто вспоминает об отце, ветеране Великой Отечественной войны Махмуде Акиеве, который родился в 1919 году в селе Ашты. Он мечтал стать преподавателем и обучать детей, однако судьба распорядилась иначе. Еще в юном возрасте Махмуд ушел на фронт. Во время войны ему пришлось пережить все тяготы того времени. По прибытию в место дислокации он был направлен в школу младших командиров, где я закончил эти курсы, вероятнее всего, успешно. Почему? Потому что ему было присвоено звание старшина. И был зачислен, как я понимаю, в мотострелковый полк. После одного из самых ожесточенных боев раненый и контуженный солдат Акиев вместе со своими бойцами остановился в одном из первых попавшихся домов. Но и там на них напали немцы и взяли в плен наших солдат. 3 года ежедневных испытаний, голод, холод, смерть товарищей. За это время он неоднократно пытался бежать из лагеря, но его ловили. Однако тяга к свободе оказалась сильнее, и, предприняв еще одну попытку, бежал с товарищем в Польшу. В Польше он к одному поляку примкнул. Тот поляк тоже был ушемленный фашистами, у него родные и близкие пострадали, были убиты немцами. И увидев советского солдата, тот его приютил, и как бы он стал членом их семьи, Болхлуголожму, как батрак, устроился у них, он его прикрывал, этот поляк. И в процессе вот всего этого времени, пока до наступления советских войск, когда они не подошли в Польшу, за это время он с этим поляком, не то что партизан, не партизанский отряд у них было оружие. Там, где они жили в населенном пункте, это нельзя было делать. Он далеко уходил за этот населенный пункт и наносил ущерб живой силе немцев. У него более 20 случаев он убил немцев. После окончания войны их часть передислоцировали из Польши в Азербайджан. В 1946 году Махмуда демобилизировали из армии. Он остается в Баку. Там он и знакомится со своей будущей супругой Верой Мещеряковой. В это время его родные и близкие были уже сосланы в Казахстан. Так как он был за пределами страны, его выселка не коснулась. Спустя некоторое время он узнает, что его родные вернулись на родину. 18 лет он ничего не знал о своей семье, жил с мыслью и болью о них. И вот, наконец, ему выдался шанс увидеться с ними. Не теряя времени, он отправился на родину. На этой станции, он говорит, было очень много людей приезжающих, сходят, говорит, с этих вагонов, говорит, выходят. А я, говорит, хожу, говорит, в галифе, говорит, в хромовых сапогах, в белом кителе, говорит, и сталинской фуражке. Ну, меня, говорит, никто не узнает. И я, говорит, в этой толпе увидел, говорит, вроде бы знакомое лицо. Я, говорит, подошел и сказал, говорит, Акиев Мухаммад Воузихон, Хавен Вихон. Он ничего, говорит, не ответил, говорит, исчез. А я, говорит, продолжал, говорит, ходить по этому месту, говорит, да, я молился. И она, говорит, я посмотрел, вижу, говорит, брат идет. Брат, говорит, не узнавал меня, говорит. Когда он, говорит, близко подошел, Марвел Рашид, говорит. Долго, говорит, стояли, не могли, говорит, лошаться, да, лошадь. Вместе со своей супругой Махмуд прожил тяжелую, но достойную жизнь. Вырастил 8 детей и дал им образование. В 1993 году он скончался, а 6 месяцев спустя из жизни ушла его жена. Акиев прошел тяжелые дороги войны и был неоднократно награжден медалями. 9 мая вместе со своими товарищами он встанет в строй бессмертного полка. Его портрет принесет сын. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Каждый из нас должен помнить и чтить память ветеранов. День Победы – это повод вспомнить о великих подвигах наших дедов и прадедов, отдать им дань памяти и уважения. Ната Евлоева, Адам Далаков, Новости 24. Сотрудники Ингушэнерго продолжают воевать со злостными неплательщиками. В Назране провели очередной рейд. Сейчас методы борьбы с теми, кто игнорирует контролеров и у кого двери на засов, категоричные. Им перекрывают доступ, попросту перерезают провода линий электропередач. Жаридат Халухуева с подробностями.
Этот глухой стук в ворота как олицетворение того, что достучаться до понимания некоторых жителей становится все сложнее. То ли из-за того, что хозяев нет дома, то ли из-за их сознательного игнорирования энергетиков. Вопрос, почему обрезанная еще несколько недель назад линия электропередач снова незаконно подключена, так и остался без ответа. Впрочем, пренебрежительное отношение к участникам рейда у многих потребителей уже вошло в привычку. Но несмотря на это, в борьбе с незаконным подключением электроэнергии сотрудники МРСК используют самый действенный метод. Долг у них составляется 34 911 рублей. И идет мимо учета еще второй ввод, левый ввод у нас идет потребителей. И мы думаем, этим методом мы заставим абонента оплатить вовремя, прийти и разобраться со своими долгами. Первой в списке злостных неплательщиков числится семья Мержоевых, которая проживает по улице Ахриева. По накопившимся счетам они явно забыли про необходимость платить за свет. 78 262 рубля задолженность составляет вот именно вот в этом доме. Но у них вот левый ввод, вы видели, безучетный. Половина дома подключенный к прибору учета, а половина вот без прибора учета дальше уже идет. Даже вот помимо того, что они не платят, это им даже вот небезопасно. Это у них может там случиться пожар в любое время, потому что там не соблюдены технические вот условия. С абонентами сотрудники Ингушэнерго проводят разъяснительную беседу. Если же в ближайшее время глава семьи не оплатит по задолженности, в отношении нарушителя придется применить более жесткие меры. Но вместе с тем немало здесь и сознательных жителей. В соседнем от Мержоевых доме хозяева, переезжая, сами написали заявление энергетикам, чтобы они отключили провода. Когда он уже будет строиться, он должен будет написать заявление обратно, чтобы его подключили. Мы его подключим, и после этого он уже начнет строиться по новой. Как отмечают энергетики, динамика платежеспособности неутешительная и достигает всего 43%. Если считать по статистике в резерве территории, Лиравский район в этом плане самодисциплинированный. В Назрани на сегодняшний день за потребляемый свет платят лишь чуть больше половины абонентов. Но есть и те, кто копят задолженность годами. В итоге сумма доходит до 100 тысяч и даже больше. Таким должникам контролеры предлагают вносить сумму по частям. Тем более, что с 1 июня тариф платежа увеличится на 3%, и долги будут рассчитываться по новому законодательству. Просил бы всех жителей Республики Ингушетия с ответственностью отнестись, помочь и себе, и нам, потому что сегодня практически мы остаемся на своем бюджете. Мы не можем сегодня исправить поломку трансформатора, где-то поменять провода на кабели. То есть очень много поломок, очень много выходит, потому что сети у нас старые, изношенные, за 70% изношенных сетей. Это официально признано комиссией Минэнерго. Подобные рейды – это вынужденная мера, признаются работники Ингушэнерго, но они приносят свои результаты. Вместе с тем энергетики предупреждают, что незаконное использование электроэнергии карается штрафами и уголовной ответственностью, вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. Шарайдат Холухоева, Мербек Мержоев, Новости 24. В рамках празднования 90-летия всемирно известного писателя Чингиза Айтматова в Доме торжеств города Магаз прошел литературный вечер, посвященный жизни, творчеству и дружбе двух классиков советской литературы – Чингиза Тарикуловича и Кайсына Кулиева. Подобная встреча стала первым мероприятием на базе литературного клуба «Содружество», на которую были приглашены представители творческой интеллигенции, главы муниципалитетов и, конечно же, почетные гости из Кыргызстана, Кабардино-Балкарии и Москвы. Репортаж Амины Боковой. На сцене вовсе не профессиональные актеры, а просто любители творчества известного писателя Чингиза Айтматова. Студенты Ингушского госуниверситета, а теперь уже и члены литературного клуба «Содружество» решили не ограничиваться чтением произведений любимого автора и подготовили постановку, которая состоит из отрывков произведений Чингиза Айтматова. Боже, мой ребенок, она не дышит, она не дышит.
Великий киргизский и русский писатель Чингиз Айтматов еще при жизни стал цитируемым классиком мировой литературы, а его произведения были переведены больше, чем на 150 языков мира. У большинства людей он ассоциируется с повестью «Материнское поле», где автор рассказывает о сложностях, происходивших в жизни простых деревенских людей с середины 20 века. Не менее известное произведение Айтматова «Джамиля» – печальная история любви молодой женщины, которая на первый взгляд гармонично вписывается в советскую идеологию. Тем не менее, девушка порывает с трудовым прошлым, чтобы начать новую жизнь. Перечислять шедевры писателя можно долго, и наверняка в каждом доме найдется хотя бы одна книга советского классика. Чингиз Айтматов очень хорошо понимал природу человека, но он понимал и природу животных. Он очень, как вам сказать, настолько понимающе, больно относится вот к этой волчьей стае, которая, в общем-то, описывается, жизнь животных, которые описываются в этом романе. Очень сильно, и он меня тронул до глубины души. Уровень его мастерства очень высок. Я считаю, что его уровень мастерства на мировом уровне, наверное, занимает одно из самых ведущих мест. Потому что этот писатель, который, ознакомившись с которым один раз, он с тобой остается навсегда. На литературном вечере собрались не только поклонники таланта Чингиза Айтматова, но и не менее выдающегося классика – балкарского поэта Кайсына Кулиева. И это не случайно. О крепкой дружбе этих двух великих людей вдова Кайсына Кулиева до сих пор вспоминает, как об образце настоящих товарищеских отношений. Было 60-летие Кайсына Кулиева. Чингиз Тарикулович приехал в Нальчик. Все были счастливы, что юбилей Кайсына Кулиева. Но, мне кажется, были еще более счастливы, что приехал Чингиз Айтматов на юбилей Кайсына Кулиева. После этого мы часто встречались. Да, я еще хочу сказать, что, наверное, я самая первая сыграла роль в его произведении «Белый дождь» в Москве. Дали мне главную роль Саадат в его произведении. Я вот первая играла, можно сказать, из всех. Самая первая сыграла роль Саадат. Произведения Кайсына Кулиева имеют ярко выраженный национальный характер. Стихотворение «Кинжал» тому яркое подтверждение. Кружился ворон над убитым. На весь аул рыдала мать. Картинным этим незабытым причастен ты по рукояти. И Чингиз Айтматов, и Кайсын Кулиев писали о собственных народах, о тех чертах характера народного, о тех лучших сторонах их культуры, каждый о своем народе, которые могут быть влиты в одну копилку, как тогда хотели советская культура, советский народ, то есть в общую копилку. Они рассказывали каждый о своем народе то, что можно взять и другим народам. С ингушским народом балкарского поэта связывают теплые отношения. Ярким примером является дружба Кайсына Кулиева и Джамалдина Гендиева, которая не прерывалась на протяжении всей их жизни. Мы не делали, но Аллах решил нас сохранить. И дай Бог, чтобы народы жили, творили, рожали детей, пахали, сеяли, и чтобы был мир на земле. Эта встреча стала дебютом литературного клуба «Содружество». Это сообщество в Ингушетии было открыто совсем недавно, но уже собрало в своих рядах десятки любителей литературы. И судя по хорошему настроению гостей вечера, такие мероприятия станут в республике регулярными. Амина Бокова, Михаил Тангиев, Новости 24. В зале Центра олимпийской подготовки по вольной борьбе в Назрани стартовал первый этап всероссийского турнира по боевому самбо среди юношей 2001-2006 годов. Он приурочен ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. В турнире участвуют спортсмены из Чечни, Ингушетии и Дагестана. Среди участников разыгрывается 22 комплекта медалей, не переходящий кубок главного судебного пристава Ингушетии. Сюжет Михаила Тангиева. В
В этих соревнованиях принимает участие более 200 спортсменов. Первыми на ковер выходят участники весовой категории 52 килограмма. Борьба обещает быть напряженной, и участники готовы биться за победу до последнего. Молниеносные удары следуют один за другим от Ибрагима Картоева. И после непродолжительной схватки тренер его оппонента принимает решение остановить бой. Как результат следует техническое поражение. Тренер критикует одну тренер соперник декор Следующий бой приковал внимание всех болельщиков. В центр выходят спортсмены также весовой категории 52 килограмма. Билан Картоев является двоюродным братом предыдущего победителя, Ибрагима Картоева. Ему противостоит опытный боец из Чеченской Республики. С первых секунд боя между соперниками развернулась ожесточенная схватка. С обеих сторон сыпется шквал сильнейших ударов. Но несмотря на это, ни один из них не собирается сдаваться. До конца не было ясно, кто же победит. Но в какой-то момент спортсмен из Ингушетии наносит блестящий удар в корпус оппонента. حلقة جدا خاصة دي شرا أبشت إما ما يخش تارس طبعا تشيونس كوجا معي بيسك دوس شو طبعا ستريت ورس شم لا تشتن. Как и положено, на подобных турнирах неподалеку всегда дежурит бригада врачей на случай, если участники получат травму. Соревнования проходят 2 этапа. Обслуживают эти поединки судьи международного класса. Председателем судейской коллегии выступил судья всероссийской категории по боевому самбо Замир Кошхаунов. Честно говоря, многие ребята еще правила тонкости не знают. Этот вид раздел бой называется. Здесь есть свои особенности. По бальной критериям, по баллам, любой удар ногой и рукой – это балл. По словам организатора турнира и по совместительству президента Федерации боевого самбо Ингушетии, на сегодняшний день этот вид спорта активно развивается в нашем регионе и является номером 1 в 7 смешанных единоборств. Турнир, во-первых, уже проходит, если я не ошибаюсь, в 13-й раз за последние 1,5 года. Поэтому как и у нас, так и участвующих в турнирах ребят опыт большой. Поэтому многие уже правила знают не понаслышке, а прошли, говорится, через эту школу кровью и потом. Поэтому с каждым разом работать становится легче. Победителей турнира ждут ценные награды в виде грамот и медалей, а также командные кубки. К тому же спортсмены, выполнившие нормативы мастера спорта по боевому самбо, получат соответствующие удостоверения. По итогам этого турнира тренерским штабом Федерации боевого самбо Ингушетии будет сформирована команда из наиболее отличившихся спортсменов. Все они смогут принять участие в первенстве России, которое пройдет 13 и 14 мая в городе Санкт-Петербург. Микаэл Тангиев, Берт Кадзоев, Адам Белаков, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.